Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня в Кохи-Бурбат основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон провел встречу с работниками финансовой, налоговой, таможенной, банковской и инвестиционной сфер страны. Цель встречи лидера нации – это обсуждение деятельности соответствующих структур и устранение имеющихся недостатков. Ну и главное – нахождение путей решения проблем и задач, выполнение которых считается важным для дальнейшего развития национальной экономики. 10 мая в Кохи-Бурбат основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с работниками финансовой, налоговой, таможенной, банковской и инвестиционной сфер страны. На встрече приняли участие члены правительства Республики Таджикистан, помощники президента страны, представители управления и структур исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, руководители ведомств при правительстве страны, центров реализации инвестиционных проектов и ответственные работники некоторых соответствующих министерств и ведомств. В ходе выступления на встрече глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, проведя подробный анализ, подвел итоги деятельности всех сфер национальной экономики, в том числе финансовой, налоговой, таможенной, банковской и инвестиционной органов. Президент страны отметил, что целью сегодняшней встречи с работниками финансовой, налоговой, таможенной, банковской и инвестиционной сфер страны является обсуждение деятельности соответствующих структур и устранение имеющихся недостатков, а также нахождение путей решения проблем и задач, выполнение которых считается важным для дальнейшего развития национальной экономики. После анализа и обсуждения ситуации сфер лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные поручения правительству страны и руководителям министерств и ведомств республики в деле оказания содействия неуклонному развитию страны, устранения недостатков сфер и поиска новых путей развития секторов национальной экономики, обеспечения доходной части бюджета, налаживания новой системы деятельности, внедрения современных технологий, подбора и расстановки высококвалифицированных кадров для сфер разработки и реализации законов и государственных программ. После выступления главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, с сообщениями выступили генеральный прокурор Республики Таджикистан Рахмонзода Юсуф, директор агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Султонзода Сулаймон, председатель счетной палаты Республики Чилазода Карахон, министр финансов Республики Файзидин Кахорзода, председатель налогового комитета при правительстве Республики Таджикистан Нусратулу Давладзода, начальник таможенной службы Хуршед Каримзода, председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нур Мухаммадзода, председатель правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амонатбанк Икроми Сируджидин, руководители акционерных банков страны и директор агентства социального страхования и пенсий Сафарали Наджмединов. В своих отчетах генеральный прокурор, директор агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, председатель счетной палаты республики проинформировали о выявленных нарушениях законов, финансовых преступлениях, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств и других действиях, имеющих коррупционный характер в финансовых, налоговых, таможенных органах и в банковской системе. В ходе отчета министра финансов, председателя налогового комитета, начальника таможенной службы и директора агентства социального страхования и пенсий были обсуждены вопросы по качественному выполнению плана доходов и расходов бюджета, выполнению государственных программ, внедрению цифровых технологий в делопроизводстве, упрощению налогов, предотвращению нарушений законов в направлении назначения и выплаты пенсий. Председатели Национального банка, Амонатбанка и акционерных банков отчитались перед главой государства о банковской системе, курсе национальной валюты, мерах по улучшению уровня банковского обслуживания сберегательного вклада, подготовки и расстановки кадров. В завершение уважаемый Эмомали Рахмон дал конкретные поручения и указания всем работникам финансовых, налоговых, таможенных органов и банков страны и призвал их с ответственностью, верой и правдой служить на благо государства и народа. Уважаемые телезрители, специальный выпуск о встрече лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона с работниками финансовой, налоговой, таможенной, банковской и инвестиционной сфер будет транслироваться по всем телевизионным и радиоканалам страны в 20 часов.
Мы продолжаем выпуск. 9 мая с участием председателя города Душанбе Рустама Эмомали в государственном унитарном предприятии «Троллейбус» города Душанбе состоялась церемония презентации современных троллейбусов марки 332120D, поставка которых была осуществлена из Республики Беларусь. 9 мая с участием председателя города Душанбе Рустама Эмомали в государственном унитарном предприятии «Троллейбус» города Душанбе состоялась церемония презентации новых современных троллейбусов марки 332100D, привезенных из Республики Беларусь. Эта марка современных троллейбусов в Центральноазиатском регионе впервые привезена в Душанбе. Поставка новых электрических транспортных средств в Таджикистан была осуществлена по инициативе председателя города Душанбе Рустама Эмомали в рамках годов развития села, туризма и народных ремесел. Новые троллейбусы будут содействовать улучшению качества и уровня обслуживания пассажиров. Также привнесут новые краски в облик столицы при движении по улицам и проспектам города. В ходе презентации современных электрических транспортных средств было проинформировано, что троллейбусы изготовлены в компании Белкоммунмаш Республики Беларусь и имеют огромное преимущество перед своими предшественниками экономным расходованием электроэнергии, уровнем и качеством обслуживания, движением в условиях города. Троллейбусы изготовлены с применением передовых технологий, оснащены электрическим двигателем с переменным током и литиевыми батареями для накопления электроэнергии, что позволяет при движении накапливать электричество и в необходимых случаях двигаться до 15-20 км без контакта. В ходе ознакомления председатель города Душанбе поручил ответственным лицам принять меры по внедрению такого вида транспортных средств и обновлению троллейбусного парка, а также по повышению квалификации водителей троллейбусов на курсах переподготовки, поскольку новые троллейбусы оснащены новейшим оборудованием, что требует от водителей новых профессиональных навыков. Новые троллейбусы могут вмещать до 90 пассажиров. Внутренний салон состоит из 22 посадочных мест, информационного табло, средств оповещения пассажиров внутри и снаружи салона, а также системы наблюдения с 8 камерами, что создает дополнительные удобства для пассажиров. Также для входа и выхода пассажиров установлена система книлинг, что позволяет водителю в необходимых случаях поднимать и опускать подножку входа троллейбуса при помощи специального пульта управления. Для лиц с ограниченными возможностями возле средней двери установлено оборудование аппарель, при помощи которого вход можно поднимать и опускать до нужного уровня. В ходе ознакомления ответственным лицам было поручено использовать новые троллейбусы в течение 6 месяцев в тестовом режиме. Также председатель города Душанбе Рустама Эмомали обратил внимание руководства предприятий и ответственных лиц отрасли на вопросы хранения и обслуживания электрических транспортных средств и подчеркнул необходимость создания условий для технического осмотра троллейбусов. Следует отметить, что в настоящее время на 7 троллейбусных маршрутах города Душанбе курсирует 87 электрических транспортных средств и обслуживают жителей и гостей столицы. Таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.